Лер, привет! Привет, Маша. Почему в последний день моего путешествия мы снова вернулись в Камрад? Здесь развит городской туризм. Это совсем другой вид туризма. Здесь у нас идет сочетание делового туризма, конгрессного туризма, событийного туризма, развлекательного и тому подобное. Значит, получается, что те туристы, которые к нам приезжают, они в основном приезжают на один день, посмотреть, что у нас происходит за пределами города, посмотреть, как у нас развит культурный туризм, что у нас можно здесь посмотреть, познакомиться с этнографией. Это у нас все за пределами города, то есть в сельской местности. И в основном получается, что они приезжают на день. Но те туристы, которые приезжают в город Камрад, они приезжают с определенной целью. И здесь они останавливаются больше, чем на один день. И, конечно же, самое интересное, где они останавливаются, где они живут все это время. Здесь у нас в городе сконцентрировано наиболее большое количество, скажем так, гостиниц, чем в других городах и селах. Здесь у нас 6 гостиниц. Да, по проживанию, по номерам они почти одинаковые. Конечно, у нас есть и поменьше, и побольше. Услуги, которые они предоставляют, это проживание, питание. Бывают гостиницы без завтрака, бывает завтрак включен, бывает и не включен. Конечно же, гостиницы, исходя из политики гостиницы, условия бывают разные. И я думаю, что, наверное, мы сегодня с тобой должны сами посмотреть, где наши туристы останавливаются, для того, чтобы мы сделали тоже вывод о том, насколько здесь развит гостиничный бизнес. В общем, сегодня мы проведем день в городе, объездив все эти гостиницы и узнав условия, которые они предоставляют. Да, правильно я тебя понимаю? Да, правильно. Я думаю, что тебе будет интересно, и у тебя сложится свое представление о гостиницах в Гагаузии. Окей, тогда пойдем. Пошли. Мы предоставляем услуги проживания. Общественное питание у нас в национальном стиле, услуги спа-салон и услуги химчистки. А какие условия именно проживания? О стоимости, сколько номеров? Ну, у нас вообще 5 номеров, пока мини-гостиница считается, но в планах расширяемся. В этом году планируем открыть еще 14 номеров. Стоимость услуг, как бы пока 600 лей номер стоит, а когда расширимся, будет дешевле чуть-чуть. Это получается 600 лей, любой номер, либо они все одинаковые по условиям? Они все одинаковые, соответствуют как бы на уровне, стараемся, чтобы соответствовало 5 звездам, пока нам не присвоили как бы категорию, потому что объяснили так, что минимум 10 номеров должно быть. Мы пока идем как мини-отель. А в самом номере что есть для проживания? Все необходимое, либо есть какие-то дополнительные? Ну, все необходимое есть там. Электрочайник, микроволновка, холодильник, все атрибуты, которые для ванной принадлежности, тоже все соответствует. Отдельно ванная комната, прихожка и номер с балконом. А вот в стоимость номера входит и питание, либо это как-то отдельно, потому что у вас есть и кухня, и пока вообще завтрак будет входить в стоимость тоже. Пока у нас как бы отдельно. Пока мини-гостиница, как расширимся, у нас будет все входить. А вот сейчас мы находимся, получается, на летней террасе, да? Это как тоже относится к отелю, сюда тоже могут туристы прийти, да, посидеть? Мы постарались такой уголочек сделать в этно-стиле, то есть это будем еще расширять в таком же стиле, будем этнодворики делать. Туристы могут здесь сидеть, плюс у нас есть наверху есть зал для конференции, банкетный, можно какие-то мероприятия, семинары проводить. И еще у нас есть в летний период бассейн, как бы Калипсо, это наш бассейн,
мы можем предоставлять еще услугу как абонплату для туристов за цену более приемлемую, чем для всех. А вот вы сказали, что название раку. С чем связано такое необычное? Как оно, может, есть какая-то расшифровка? Ну, у нас вот у гагаузов здесь раньше больше вот по улицам определяли, как говорят, например, вот клан, семьи, да, например, раку, вот это получается как типа прозвище, типа погонялы, да, прозвище, да. Ну, это тянется от дедов, супруга моего со стороны, как бы. Когда-то дед возил раков с Болграда сюда в Камрад на продажу на телеге. Тогда были эти подводы, то есть не было транспорта, и вот так и прозвали его раку, от слова рак, что возил раков. И он решил так назвать, чтобы не забыть свои корни. И как бы и родственники тоже собираются иногда здесь. Но мы работаем с всемирной сетью Booking, как бы он известен. Есть наша страничка там, как отель Раку. Потом на портале Гагаузии гостиницы есть тоже. Отель называется Раку. И общаемся с туристами через Booking, тоже бронирует. И очень было приятно, что позапрошлом году нам Booking прислал, оценку дал нам 8 из 10-бальную. То есть мы следим за отзывами, мы следим, чтобы у нас чисто было, чтобы хорошее обслуживание было. Для нас это важно, чтобы наши туристы возвращались снова к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужен номер. Что вы можете предложить? У нас есть номер двухместный, 900 лей, 770 лей, тоже двухместный номер. Есть номера хостел, 250 лей на человека. Есть на одного человека 630 лей. Есть Wi-Fi у нас, в номерах есть все. А вот вы назвали, что двухместные две цены. А чем они отличаются? Один человек, если в двухместном, тогда 630 лей, которые за 770, а за 900, если один будет, 800 лей стоит один на одного человека. А что насчет питания? Насчет питания, вот сейчас из-за пандемии заказывают завтраки и привозят нам. Он входит в стоимость Нет, номера? он не входит, он отдельно оплачивает клиент. В каждых люксовых номерах есть и санузел, душ. Я вам покажу. Тогда пройдемте, и я бы хотела уточнить. Пожалуйста, я вам покажу. Ну что, пройдемте, я вам покажу. Здесь у нас ресепшн. Пока оформляются гости, могут сидеть и отдыхать здесь. Напитки у нас, холодильники, соки, чаи, все. Есть все условия. Горячая вода, фен в номере, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор. Этот номер хостел, трехместный. Есть у нас таких 3 номера, один номер 4-местный. Есть телевизор, горячая вода. Добрый день. Добрый. Мы бы хотели узнать, сколько у вас в ассортименте есть номеров и какие условия и услуги. В отеле 13 номеров, из которых 3 номера категории люкс и 10 одноместных. То есть эти 3 номера, они у нас идут для 2 человек. Ну, если хотят, там может остаться и 1 человек. Из 10 номеров также среди них у нас есть 3 бюджетных номера и 7 стандартов. Наши номера люкс стоят 900 лей. Наши бюджетные номера стоят 550 лей и стандарты 650 лей. У нас в отеле бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка. По желанию люди могут заказать себе еду и спуститься вниз. У нас есть такая мини-столовая. Также в отеле у нас есть конференц-зал, но он у нас не оборудован. То есть если люди хотят его арендовать, ну, со своим оборудованием. Планируем, конечно, дальше в будущем его оснастить и оборудованием. У нас есть 3 номера
категории люкс, 2 с раздельными номерами и 1 с большой общей кроватью. Данный номер относится к номерам с раздельными кроватями. Оснащение номера: здесь есть холодильник, водичка, телевизор. В ванной комнате у нас есть тапочки, туалетные принадлежности, мыло, шампунь, гель для душа. Номер стоит 900 лей. Кондиционер у нас есть. Во всем отеле у нас бесплатный Wi-Fi. Данный номер относится к категории стандарт. Чем он отличается, конечно, как вы видели, кроватью. Но здесь по желанию могут остаться 2 человека, просто за дополнительную доплату. Также оснащение все, как и во всех номерах. Водичка, тапочки, салфетки, все есть в номере. Данный номер у нас относится также к категории люкс, как я говорила. Это номер у нас с большой двуспальной кроватью. Здесь есть еще кресло дополнительно, то есть если семья с ребенком, могут расстелить кресло. Мы, соответственно, предоставляем все необходимое. Здесь оснащение номера все то же самое. В ванной комнате также есть полотенце, жидкое мыло, шампуни, гели для душа. Отель наш работает с 2017 года. Нам уже скоро будет 5 лет. За это время нас посетило очень много туристов из очень разных стран. И Испания, и Белоруссия, Россия, Украина, Германия, США, Финляндия. Приезжают у нас в основном люди на наши съезды, форумы. Иногда бывают и проездом туристы. Дальнобойщики бывают, конечно же, по пути, поэтому много. Были разные у нас туристы. Еще наш отель есть на сайте Booking, если вы знаете. То есть люди могут за границей забронировать номер онлайн на удобную для них дату, сами могут выбрать категорию номера, какой они хотят, и на сколько дней они хотят проживать в нашем отеле. Если люди приезжают за границу, соответственно, у них, не только для них, и местные могут оплатить картой. То есть у нас в отеле можно заплатить наличными, можно оплатить картой. Мы также сотрудничаем с фирмами по перечислению, то есть это не проблема. Бывают гости к людям приезжают на длительный период. У нас достаточно высокая оценка на сайте Booking, 8,5. Вот можете сами посмотреть, мы получаем награду ежегодно. Люди после выезда ставят оценки, и с этого вот эта оценка и суммируется, и рассчитывается. Здравствуйте. Мы бы хотели увидеть у вас номер. Какие категории у вас можно увидеть? У нас есть 4 категории номеров. Люксы, полулюксы, стандарты и эконом. А по стоимости они как? Люкс у нас стоит 1100, полулюксы у нас 900, стандарты 800 и эконом 500. А чем отличается люкс от полулюкса? Люксовые номера, они побольше, у них побольше ванная, есть сейф, есть ковровое покрытие, которое предусматривает, что можно ходить без тапочек, все стерильно, чисто. Полулюксы вам тоже такие условия, либо... Полулюксы тоже большие, но там у нас не ковролин, а ламинат. В таком плане. А так есть все, и сейф, и и душ, и холодильники, водичка есть в номерах. А в люксовых уже есть и шампанское, и вино, наше камрадское вино есть, и тамайское вино есть, с кем мы сотрудничаем. У нас в отеле есть ресторанчик. Сейчас мы как раз делаем реконструкцию там, и пока не могу показать. А ресторан, когда будет уже готов, там будут предоставляться все, то есть обед, завтрак, обед, да, ужин? У нас так и было, у нас всегда было. У нас был и завтрак, обед, и ужин. Мы проводим и семинары, поэтому для нас удобно, чтобы, если человек пришел в гостиницу, чтобы он и позавтракал, и пообедал, и поужинал. И хочу вообще открыть секрет, что у нас будет ресторан грузинской кухни, поэтому... Мы тщательно готовимся к этому. А почему именно грузинская кухня?
Ну, вообще, как бы спровоцировал меня мой ребенок, мой сын. Он очень любит грузинскую кухню, хинкали, хачапури, это его тема, поэтому нам пришлось как бы тоже. Ну и это сейчас тема самая такая на пике. Питание у нас отдельно, у нас очень плотные завтраки, у нас яичница, сосиски, сыр, брынза, масло сливочное, варенье, мед, маслины, помидоры, огурцы, брынза. Вот как бы это все набор хороший, чай, кофе. А сколько нужно будет платить за питание, за трехразовое, например? Трехразовое питание. Ну, завтраки у нас стоят 100 лей. Ну, обед где-то у нас 150-200 лей. Все зависит от того, что вы заказываете. И ужин где-то на 150 лей. Сауна у нас идет почасовая. Независимо сколько человек. 1 человек, парочка или там 10 человек. Сауна у нас 1 час 350 лей. И есть акция, например, если берете 4 часа, 5 в подарок в этой сауне. Бассейн, джакузи, массаж можем предоставить и как бы вызываем массажиста. Кальяны имеем. Маша, твои каникулы – это и есть, конечно же, молодежный туризм. Молодежный туризм способствует тому, чтобы использовать свое свободное время как раз по назначению, то есть с пользой, для того, чтобы развиваться духовно, морально, эмоционально и, конечно же, нравственно. За то время, которое мы с тобой вместе прошли через всю Гагаузию, побывали в многих туристических объектах, мы познакомились с многими людьми. Конечно же, ты узнала о традициях нашего народа, о исторических моментах интересных. Ну и, конечно же, ты поняла, насколько наш народ гостеприимный. Вер, ты знаешь, я на самом деле тоже считаю, что наше путешествие вышло удачным. За эти 8 дней мы действительно стали близки не только с тобой, со съемочной группой, но мы стали близки именно к нашей Гагаузии. Несмотря на то, что мы родом все отсюда, никто не знал так близко историю о том, что у нас есть столько туристических мест, куда можно туристам приезжать. И даже несмотря на то, что я сама отсюда, я уроженка Гагаузии, мне все равно было интересно. Я думаю, что у нас есть потенциал для туризма, и его нужно развивать. Именно это и в твоих целях, и в твоих силах. Поэтому я тебе желаю творческих, профессиональных успехов. И спасибо большое, что ты была с нами в эти дни. Благодарю.